Поэзия для души. В Северной Осетии презентовали книгу о творчестве Коста Хитагурова. Автор, священнослужитель Сергей Мальцев, уже 20 лет исследует творчество великого осетинского писателя. Венцом его работы и стало издание. В нем священник рассматривает творчество Коста с религиозной точки зрения. Презентация прошла во Владикавказе. Ознакомиться с новым изданием пришли студенты, школьники, поклонники творчества поэта. Каждый желающий мог прочесть стихи Коста. Подробности у наших коллег из агентства РНФорм. Разлуки и изгнания, предсмертных мук, темницы и цепи. Коста осетин один, и этим он особенно дорог народу. Эти слова профессора Абаева не раз звучали на презентации новой книги «Душою с Коста». Ее автор Сергей Мальцев впервые рассматривает творчество великого просветителя, поэта, художника с религиозно-духовной позицией. Здесь именно православная поэзия Коста Ливановича. И хотелось бы, чтобы она была доступна всем, и чтобы все знали эту поэзию. И мы могли бы заниматься через Коста именно духовным нравственным не только Осетии, но и народов Кавказа. Сергей Мальцев уже более 20 лет исследует творчество поэта. К написанию этой книги его побудили знаменитые росписи Коста Хитагурова в Алагирском храме Вознесения Господня. Это подвинуло к тому, чтобы начать изучать его творчество в полном объеме. И живопись, и прозу, и поэзию, и письма, и его к родственникам, письма к нему. В произведениях «Сей человек», «Будь мужчиной», «Христос воскрес» и многих других Коста Хитагуров трепетно обращается к Богу и призывает молиться и любить, любя страдать за всех. Презентация сопровождалась слайд-шоу с фотографиями поэта и его родного селения Нар. Студенты, учащиеся православной гимназии имени Аксо Колиева, а также люди, влюбленные в творчество поэта, с воодушевлением читали его стихи. Одно его имя должно уже нас пробуждать какие-то желания на дела, ради которых он боролся. Эта книга отличается тем, что именно она посвящена Богу, обращена к Богу больше всего. На обложке этой книги фрагмент картины самого Коста. Здесь собраны все духовные стихи поэта. 62 страницы с его фотографиями родного села и семьи. Книг о гениальном Коста много, но для многих его почитателей это издание стало открытием. Такого глубокого исследования его духовно-религиозного творчества еще не было. А изучение православного наследия Коста еще будет продолжено. Вероника Айларова, Дэвид Мамедов, Георгий Джикаев, агентство РНФорм, Вести Алания.